Мемориал памяти Славы Насыркурти – хранитель всех трагических страниц в жизни ингушского народа. И не случайно, что сегодня траурный митинг проходит именно здесь. Этим ингушский народ хочет показать Санкт-Петербургу, что он не один в своей трагедии. Общественники, депутаты, школьники, студенты, юнормийцы и просто неравнодушные жители республики. Почтить память жертв теракта в Санкт-Петербургском метрополитене собрались несколько сотен человек. Траурный митинг – знак поддержки родных и близких погибших, чтобы сказать: никто, а главное, ничто не забыто. Мы живем в одной стране и решили тоже уделить внимание этой трагедии, чтобы люди поняли другие национальности, других городов, то, что это не касается одного города, то, что это общая беда. И то, что об этом надо помнить и как-то бороться с этим. Большая трагедия не только для жителей Петербурга, но и для всей России в целом. Мы, ингушский народ, как никто, понимаем эту боль, разделяем ее вместе с ними, так как в нашей республике в свое время тоже происходило немало подобных терактов. Также хочется выразить соболезнования семьям погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Наш народ скорбит вместе с вами. Напомним, вчера днем в петербургском метро произошел взрыв вагона. Правоохранители выявили взрывчатку и заявили: в теракте виновен смертник. Еще одна несработавшая бомба была найдена в другом вагоне на станции Площадь Восстания. На данный момент ведется следствие. Правоохранители прорабатывают все версии случившегося. Сегодня весь ингушский народ вместе с Питером говорит свое «нет» терроризму. Это зло не признают ни морали, ни права. Только толерантность и взаимоуважение между людьми лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Эти слова, будто лозунг траурной акции, звучат с трибуны. Yok geli vaysaajda dolchana vayra безликий враг яжваться хамана дел Эндрей победить дегда. Так на республике дело что дикождовый. Каждый из нас прекрасно помнит эти времена, когда было уже после 9 часов вечера опасно выходить на улицы. Когда народ показал единство свое, мы смогли победить этого врага. В числе тех, кто вышел сегодня на митинг, и те, чью жизнь чума 21 века разделила на до и после. Возле вечного огня с многочисленными плакатами выстроились участники юнормийского движения, среди которых дети погибших сотрудников. На мемориал ребята приехали с очередного слета, признаются, плакаты рисовали в спешке. Как только мы узнали, что здесь люди собираются, чтобы почтить память и выразить свою скорбь, ребята там же, естественно, мы минутой молчания почтили память, и ребята предложили: может, мы поедем. Там же на месте они взяли какие-то фломастеры, ручки, написали вот эти надписи. И несмотря на то, что с 10 часов мы и без обеда, и без отдыха дети находились на данном мероприятии, они решили прийти и поддержать и питерцев, и всех, кого коснулась эта беда. Молодая Ингушетия не раз на собственном примере испытала, что чья-то злая воля может унести десятки, а то и сотни человеческих жизней. Имена 400 сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, увековечены здесь же, на мемориале памяти и славы. К счастью, череда террористических актов для нашего региона уже в прошлом. И сегодня наш долг быть солидарными с теми, кого так или иначе коснулась эта беда. Это настолько бесчеловечно. Но вы знаете, вот с утра, естественно, радио, телевидение, кто там как пострадал, какая помощь оказывается. Все мы все это внимательно, эту информацию ловили. Вот если бы можно было чем-то помочь, я уверена, что ни один житель нашей республики не отказал бы ни в какой помощи этим людям. Мы сплотимся, мы этим негодяям, этим человеконенавистникам мы противопоставим свою сплоченность, единственно патриотизм, гражданскую какую-то такую четкую свою позицию. И я уверена, что мы преодолеем этот негатив и будем уверенно строить на свое будущее. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Терроризм ужасен тем, что он не щадит никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Это наша общая беда и общая боль, и бороться с ней нужно всегда и всем вместе. Поэтому акция памяти на этом не заканчивается. Передаем Жуева, Магомед Дидигов, Новости 24.